Якутия-24 в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Здравствуйте, смотрите сегодня. Репортаж из Вилюйска о нашумевшей ситуации с дорогами и с обидчивым мэром. В поисках древности петербургские палеонтологи приехали в Якутию вести раскопки останков динозавров. Преображение оценили по достоинству. Нерингринский парк признан одним из лучших в России. Как развивался объект и какие изменения ждут парк в будущем? 200 километров за 12 дней. В Ленске организовали детскую экологическую экспедицию. Какой маршрут преодолели ребята и какие провели там исследования? Лето.Якутия. В рамках фестиваля арт-объекты якутских художников преобразят города и села республики. Арктическая навигация в Якутии начнется 20 июля. В ожидании находятся 8 судов. В район Быкова мыса в Булунском районе следуют теплоходы. В ожидании выхода на Северный морской путь находятся 2 судна с нефтепродуктами назначением на порт Тикси. Всего в республике в эксплуатации находятся 144 единицы флота, а с начала навигации флотом пароходства перевезено уже 480 тысяч тонн грузов. Глава Якутии проверил ход исполнения правительством персональных поручений. Всего их ровно 100. Выполнено 8 пунктов, еще 69 на данный момент находятся в работе. Эффективная реализация национальных и региональных проектов – основная задача для правительства. Среди них это ввод 13,5 тысяч квадратных метров нового жилья, 8 детских садов на 857 мест, строительство почти 150 километров дорог и качественное оказание медико-санитарной помощи населению. Исполнение всех целей в этом году должно значительно улучшить жизнь населения республики. Однако есть и проблемные вопросы. Среди них, например, реформа ТКО и стабильная работа региональных авиакомпаний. Большая работа правительством реализована. Мы в явном виде предусмотрели субсидии авиакомпаний. Также занимаемся в ручном режиме вопросами, связанными с обновлением авиапарка, с взаимодействием с Министерством промышленности и торговли, Министерством транспорта Российской Федерации. И в целом видим, что до конца года мы должны выйти на достаточно серьезное повышение устойчивости функционирования. На строительство инженерной инфраструктуры в Якутии требуется более 10 миллиардов рублей. Они необходимы для строительства водо- и газопроводов, прокладки дорог и электросетей. Такие данные привел заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков на совещании в Минстрое России. Он предложил ведомству рассмотреть вопрос финансирования строительства инженерной инфраструктуры в регионе из федерального бюджета. В республиканском же бюджете на эти цели предусмотрено только 400 миллионов рублей из нужных 8 миллиардов. Жители Вилюйска жалуются на плохие дороги в городе. По словам граждан, ничего не делается для улучшения ситуации. С вопросом о том, почему так происходит и будет ли вестись работы по ремонту дорог, наш корреспондент обратился к мэру Вилюйска Нургустану Афанасьеву. Что было дальше и как отреагировал мэр на неудобный вопрос, знает теперь уже вся республика и Россия. Репортаж Евгения Тайтонова. У меня настроение падает даже. От этой вида дорог. Бесконечная пыль, ни тротуаров, ни дорог. Жители города Вилюйска уже давно смирились с такой картиной. По их словам, им остается только возмущаться. Ничего не меняется. Ездить, в принципе, невозможно. Тряска, биение, машины гробятся, прочее. После дождя плохое состояние. Невозможно ездить. Везде лужи большие, особенно в центре города. Ничего не делается. Мы хотим, чтобы делали дорогу, но никакой. Результата нету. Вот эта улица Ленина по трассе, да? Вот у нас вообще не освещены.
За ответами мы отправляемся в городскую администрацию. На улице встречаем мэра Нургустана Афанасьева. Представляемся и спрашиваем, как идут ремонт и строительство дорог. Отвечать он отказался. Позже и вовсе вытолкнул нас из кабинета. После этого случая через некоторое время в центре города к нам подходит участковый и просит проехать с ним. Как выяснилось, мэр написал на нас заявление. Сейчас поедем в отдел, там разберемся. Хорошо? Так как на вас написали письменное заявление. Там приедем, там я объясню. Объяснять полиции, кто мы и откуда, пришлось целый час. Рассказали, мы занимались своей работой, задавали вопросы, волнующие жителей города. И, как оказалось, неудобные для мэра. Стоит добавить, что мы были не первыми, кто не понравился главе Вилюйска. Ранее Нургустан Афанасьев заставил публично извиниться директора детского дома за его шуточное предновогоднее выступление. Мэр не оценил, что его представили в виде супергероя, и обратился в суд. Афанасьев Нургустан Владимирович не является супермэром, не делает селфи, не ходит к гадалкам, и в нашем городе нет много собак. Спасибо за внимание. Евгений Тайтонов, Джулустан Иннокентьев, Якутия, Вилюйск. Позже мэр города Вилюйск Нургустан Афанасьев извинился перед коллективом национальной вещательной компании «Саха» за свои действия в отношении нашей съемочной группы. В свою очередь, заместитель гендиректора НВК «Саха» сообщил, что взаимных претензий нет и компания не будет подавать заявление в прокуратуру. Межрегиональное совещание Минкомсвязи России «Лидеры цифрового развития» начала работу в столице сегодня и продлится до 21 июля. Регионы обсудят решение проблем по цифровым технологиям, финансирование региональных проектов, созданных на базе сквозных цифровых технологий, внедрение проекта «Умный город» и многое другое. Как сказал министр инноваций Якутии Анатолий Семенов, от совещания наш регион ждет решения многих вопросов. Будут заключены соглашения с Минкомсвязью, устанавливающие значение показателя региональных проектов, входящих в национальную программу «Цифровая экономика». Отдельные сессии проведут по субсидированию цифрового государственного управления, подключению социально значимых объектов к интернету, подключению труднодоступных малонаселенных пунктов. Власти показали образец электронного российского паспорта. Напомним, что их планируют начать выдавать уже со следующего года. Новый документ оказался размером с обычную банковскую пластиковую карту. Туда встроен чип с носителем с возможностью бесконтактного чтения. Это крайне защищенный документ с голографическим изображением криптографии российская с QR-кодом. Подделать электронный паспорт в сравнении с обычным будет стоить несоизмеримо дороже. А безопасность нового вида документа, удостоверяющего личность, будет выше той, которая есть в сфере обращения бумажных паспортов. Карта будет действительно на протяжении 10 лет. Она будет содержать информацию, которая не меняется в течение жизни человека. Имя, дата рождения, место рождения, данные миграционного учета, водительские права, СНИЛС и ИНН. В Якутске открылось межрегиональное совещание «Лидеры цифрового развития». В течение 3 дней участники из 82 регионов России будут обсуждать проблемы и задачи по развитию IT-отрасли, информатизации и связи. Сегодня в IT-парке гостям показывали самые успешные стартап-проекты, после чего все желающие смогли обменяться опытом и рассказать о практиках по внедрению цифровых технологий в своих регионах. Подробности в материале Дениса Тишина. 7000 километров оптоволоконных сетей за 6 лет и 13 миллиардов рублей, вложенных в развитие связи Якутии. Столь впечатляющие цифры говорят сами за себя. На сегодняшний день Якутия является лидером по развитию отрасли высоких технологий в Дальневосточном федеральном округе. До 2024 года планируется построить еще 9000 километров оптоволоконных сетей. Также в нашем регионе создана и успешно действует ассоциация IT-отрасли. На ее базе уже работают 100 проектов. В Инстаграме коллеги мне пишут, вот вы рассказываете про инвестиции, а у нас там в Алаяхе как связи не было. И не было. Ну, конечно, коллеги, не все сразу. У нас 6 лет назад и связи в Якутске не было. Поэтому мы постепенно идем через крупные районные центры, и мы пойдем до каждого маленького населенного пункта. Недавно в Якутии была принята программа цифрового развития и трансформации. Она предусматривает создание до 2035 года в каждом улусе отдельного IT-центра. На межрегиональном совещании «Лидеры цифрового развития» участникам представили успешные якутские проекты «Майтона» и «Индрайвер», которые уже давно вышли на российский и международный уровень.
Регионы остались впечатлены нашим IT-парком. Некоторые говорят, что у нас лучший IT-парк в России. Надеюсь, что это так и есть на самом деле. Хотят копировать наш IT-парк, значит, взяли контакты уже. И поможем, чем сможем, думаю, нашим регионам. Наши проекты тоже получили обратную связь от регионов. Есть заинтересованность во внедрении наших проектов в регионах России. Так что я думаю, что очень много пользы от этого мероприятия получится технопарки, IT-парки. Я думаю, что будем работать дальше с регионами напрямую. Одной из главных проблем, которая тормозит развитие сферы высоких технологий в Якутии, эксперты называют недостаток квалифицированных специалистов в области компьютерного дизайна, программирования и разработок программного обеспечения. Чтобы восполнить этот пробел, в республике открываются IT-школы. На сегодняшний день в Якутске действует уже 50 таких учебных заведений. В завершение совещания были подписаны соглашения о сотрудничестве между Министерством инноваций и цифрового развития Якутии и Министерством информационного развития и связи Пермского края, а также Федеральным предприятием «Космическая связь» и Техническим центром телевидения и радиовещания Республики Саха-Якутия. Денис Тишин и Григорий Хлопков, Якутск. Другим новостям. Мошенничество в Ленске. Участились случаи продажи авиа и ЖД билетов через сайты «Двойники». Сотрудники полиции рекомендуют приобретать билеты только на официальных сайтах или в кассах города. Еще один популярный вид мошенничества – сообщение о том, что вы выиграли приз. Последний из таких случаев: ленчанину позвонили и сказали, что он выиграл 127 тысяч рублей. Но для этого получением выигрыша мошенники запросили информацию о банковской карте человека, которую никому сообщать было нельзя. Они просят реквизиты банковской карты, номер банковской карты, дата, до какого она действует, а также код, который написан трехзначный на обратной стороне карты. Данные реквизиты никому сообщать нельзя. Также в социальной сети Instagram сейчас множество открыто магазинов, которые предлагают большие скидки. Люди смотрят на это и покупают, делают онлайн-заказы. В итоге, опять же, лишаются своих денег, а товар, который они заказывали, они не получают. Петербургские палеонтологи приехали в Якутию. Группа ученых будет исследовать места и вести раскопки останков динозавров на территории республики. Подробнее Руслан Варламов. Павел Скучас не первый раз находится на территории Якутии. Он твердо уверен в своих знаниях и навыках. По словам молодого ученого, главная цель работы – это продолжение раскопок останков динозавров на территории Якутии. Надо сказать, что это местонахождение известно достаточно давно, но настоящие нормальные раскопки проводились всего лишь 3 экспедициями. Первая экспедиция в 80-е годы – это палеонтологический институт из Москвы. Потом в 2000-е годы совершенно фантастические экспедиции были проведены Петром Николаевичем Колосовым. И, в общем-то, он является таким пионером изучения этого местонахождения. Петр Николаевич Колосов действительно один из признанных исследователей по изучению и расшифровке ранних этапов развития жизни на Земле. В Сунтарском районе им были найдены несколько костей динозавров, которые существовали 130 миллионов лет тому назад. Вот, например, конечная часть хвоста стегозавра. Шипы по природе предназначены для самозащиты. Длиной 38 сантиметров, это, в общем-то, не полная длина. Это вот основание, значит, как у якутского ножа с 2 сторон, это самый такой вот канапка. Вы только посмотрите на уникальную часть позвоночника травоядного динозавра, подотряда стегиозавра. Было найдено в правом притоке реки Вилюй в устьевой части ручья Тета в 2003 году Петром Николаевичем Колосовым. Динозавры, которые были найдены здесь, жили в приполярных территориях, поэтому, изучая их, ученые могут ответить на многие вопросы. Не только какие динозавры здесь жили, но и как они выживали в условиях сурового крайнего севера. Пока же были найдены только фрагменты, изолированные кости. Но, тем не менее, мы можем сказать о тех группах, которые там жили. Это стегозавры, это формы, которые имели пластины на спине и шипы на хвосте. Это травоядные динозавры. Гигантские динозавры-завроподы с длинной шеей, с длинным хвостом, наподобие диплодока, но похоже, что меньше. То есть размер этих гигантов был всего 10-12 метров. Кроме этого, были хищные динозавры, которые охотились на травоядных, и какая-то еще группа тоже растительноядных динозавров, может быть, родственники игуанодона. То есть, по крайней мере, 4 группы динозавров там было.
Ознакомиться с историей ближе, узнать подробнее об уникальных находках, задать вопросы исследователям динозавров в Якутии можно будет на презентации проекта «Динозавры вечной мерзлоты», которая состоится 1 августа в историческом парке «Россия. Моя история». Руслан Варламов, Илья Сыремятников, Якутск. Вернемся через 1 минуту после короткой паузы. Смотрите далее в нашей программе. Преображение оценили. Ниренгринский парк признан одним из лучших в стране. Как развивался объект за эти годы и какие изменения ждут в парк в будущем? 200 километров за 12 дней в Ленске организовали детскую экологическую экспедицию. Какой маршрут преодолели ребята и какие провели исследования? Лето Якутия. В рамках фестиваля арт-объекты якутских художников преобразят города и села республики. Якутия-24, прямой эфир, итоги дня, продолжаем выпуск. Получить российское гражданство жителям Луганской и Донецкой областей станет проще. Напомним, с весны этого года, согласно апрельскому указу Путина, получить гражданство в упрощенном порядке могли только те, кто проживал на территории нынешних непризнанных ДНР и ЛНР. Отныне сделать это смогут и те, кто живет за пределами самопровозглашенных республик. В мае на территориях республик были открыты пункты приема документов, а в середине июня более 10 тысячам человек вручили первые паспорта. Отметим также, что к началу июля подано около 13 тысяч заявлений. Кроме этого, в ДНР уже заработала электронная очередь для желающих подать документы, а власти ЛНР запустят ее в ближайшее время. С 1 января 2020 года на ежемесячные пособия на первого и второго ребенка в возрасте до 1,5 лет сможет претендовать большее число родителей и усыновителей. Кабинет министров предлагает смягчить требования к нуждающимся в такой социальной помощи. Право на нее планируется дать семьям, где среднедушевой доход не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума. Размер ежемесячного пособия при рождении или усыновлении первого и второго ребенка составит сумму, равную детскому прожиточному минимуму в регионе проживания семьи. Выплачивать его будут в течение 1,5 лет с момента рождения малыша. В Нерингре открыт новый автобусный маршрут от улицы Чурапчинская до кладбища. В администрации отмечают, что маршрут ввели в связи с обращениями населения. Автобусы отправляются 1 раз в 2 недели по субботам. График согласован до 7 сентября, проезд бесплатный. А в поселке Чульман Ниренгринского района завтра с 9 часов утра до полудня проведут дезинфекцию трубопроводов водоснабжения. В Чульманской ТЭЦ сообщили, пройдет промывка и дезинфекция водоводов питьевого водоснабжения водой с повышенным содержанием остаточного хлора. В этой связи запрещено использование воды для питьевых нужд в этот промежуток времени. Ниренгринский парк культуры и отдыха вошел в число 165 лучших проектов по благоустройству по итогам прошлого года по версии Минстроя России. Объект отметили в номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом». Как преображалась территория за эти годы и какие изменения ждут в парк в ближайшее будущее. Сюжет Екатерины Павловой. Первые преображения городского парка начались в 2017 году с появлением надписи «Я люблю Нерингри» и множеством новых оригинальных арт-объектов. В минувшем году в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды значительно преобразилась западная часть парка. На благоустройство этой некогда заброшенной территории было выделено более 28 миллионов рублей. По сравнению, что было раньше, нам, конечно, безумно нравится. Мы по возможности каждый день приходим сюда и проводим с детьми время. Нравится этот парк, все я люблю и везде фотографируюсь. Каждый из нас хочет жить в красивом городе. И помимо участия в федеральных и республиканских программах, сами горожане проявляют активность в преобразовании любимого места отдыха. Так, клуб «Мотопатриот» решил сделать подарок ниренгринским детям. Идея создания арт-проекта «Мотоцикл» принадлежит
клуба «Мотопатриот» совместно с директором городского парка в Нерюнгри Гузову Сергеем Анатольевичем. Советскому тяжелому мотоциклу «Урал М-67» 1983 года выпуска предстояла печальная судьба. В скором времени он должен был отправиться на металл. Но члены клуба «Мотопатриот» спасли его, подарив новую жизнь уже в виде яркой и красочной малой архитектурной формы. Буквально за 3 дня разобрали весь, помыли, почистили, собрали, поставили здесь. Убрали все лишнее ради безопасности детей, фонари всякие разные. Ну, попытались сохранить двигатель вот в том состоянии, в каком он есть. Ну, опять же, тоже все навесное поснимали. Теперь наши дети будут на нем играть, радоваться, делать фотосессии. «Мотопатриот» существует в Нерюнгри 2 года. Клуб развивается и растет. Девиз членов клуба «Мотоцикл на дороге» должен вызывать уважение, а не раздражение. Это не просто клуб мотолюбителей, это сообщество людей, объединенных общими целями, задачами и интересами. В основном мы с детьми работаем, у нас в детский дом мы ездим. То есть развиваем эту тематику, ну, чтобы люди знали, что такое мотоцикл, не только что там по телевизору показывают. Приобщаем. И сегодня новая архитектурная форма «Мотоцикл» нашла свое удобное место в городском парке. Как я мог не поддержать такую хорошую идею? Совместно, то есть здесь ни одной копейки потраченных там бюджетных средств, то есть это все сделано по методу народной стройки. То есть ребята там взяли краску, все мы сообща, мы тут сделали эту отсыпку, положили плитку, да, она старенькая, старую, которую там нашли, но все равно оборудовали место. Дальше больше. Городской парк ждут перемены и ремонт других зон, ведь реализация таких проектов позволяет качественно улучшить жизнь населения и сделать проживание комфортнее. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Арт-объекты якутских художников преобразят города и села Якутии. С 20 июля стартует Республиканский фестиваль современной культуры под названием «Лето Якутии». В рамках этого до конца ноября текущего года художники украсят общественное пространство 12 городов и 3 сел республики, рассказывает Саргалана Федорова. Стены зданий и даже тепловые пункты Якутска превратятся в холсты для произведений уличных художников. Как преобразится город, выбирали сами жители. Голосовали за эскизы в соцсетях. Стрит-арт ближе больше молодежи, которая с большим интересом следит за проектом. Хотел бы видеть мотивационные рисунки на спортивных площадках. И там больше спортивных артов, чтобы больше людей спортом занималось. Росписи на фасадах, стенах зданий, масштабные инсталляции украсят общественные пространства. Они станут отображением уникальности и истории каждого населенного пункта. В промышленном Нерюнгри появятся росписи на белазах. В Нюрбе распишут жилой дом на тему экологии. В Среднеколымске украсят фасад новой музыкальной школы. Кыдана Игнатьева станет автором рисунка на торце жилого дома в Чурапче. Чурапчинцы выбрали историко-культурную тему. Разработала там где-то 5 эскизов с разной тематикой, с исторической, еще с разной с фольклорной тематикой. И хорошо, что люди сами выбирали и очень много отклика получили. То есть людям это нужно, и мы рады от этого. Художники также будут обновлять старые арт-объекты. Например, они планируют восстановить рисунок на этой площадке для воркаута. Площадку разрисовали 3 года назад, и видно, что за это время рисунок поблек от дождя и снега. Но совсем скоро площадка снова преобразится в произведение искусства. Старт новому фестивалю дадут в эту субботу на площади Ворота Якутска. Гостей мероприятия ожидает обширная программа. Будут разнообразные мероприятия для детей, подростков, мастер-классы по танцам, по игре на музыкальных инструментах, творческие мастер-классы. Будет специальный мастер-класс по реставрации книг от Национальной библиотеки. Команда художников получила на выполнение проекта грант президента России в размере 6 миллионов рублей. Новые арт-объекты соорудят в пределах существующих или планируемых проектов по преобразованию городской среды. Объекты станут подспорьем для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Саргалана Федорова, Илья Сырометников, Якутск. В Ленске организовали детскую экологическую экспедицию. Какой маршрут преодолели ребята и какие провели там исследования, в сюжете Сергея Евсюкова. Защита рефератов – финальная часть детской экологической экспедиции, которая пролегла по маршруту от верховьев реки Нюя в районе Чаянды до села Ортанахара в Ленском районе.
В течение 12 дней дети преодолели более 200 километров по реке Нюе. В некоторых местах делали остановку и производили исследования, результаты которых стали основанием для составления рефератов. Защищали их дети прямо вот в такой импровизированной аудитории на берегу реки. На всем пути дети изучали флору и фауну района, поведение различных насекомых и животных. О своих исследованиях путешественники делали заметки, некоторые из которых стали очень интересными и даже неожиданными. Мы нашли несколько видов, которые нетипичны для данной территории. Соответственно, здесь мы можем сделать вывод о том, что на данной территории, например, на этом участке были люди здесь. Ну, то есть это можно, конечно, заметить и по другим факторам, но в условиях ресурсных резерватов, то есть заповедников, где, по идее, не должно быть людей, мы можем заметить, где были остановки. Мы увидели краснокнижную красотку японскую. Она, смотрите, вот выпрямляли вот так, чтобы дальше исследовать. Детская экологическая экспедиция проходит уже 22-й год. За это время ее участниками стали около 300 детей из разных поселений Ленского района – Витима, Бичинчи, Северной и Южной Нюи и других. Неизменные организаторы и спонсоры – Управление образования, станция юнатов и Комитет по охране природы Ленского района. Сегодня дети занимались, в основном специалисты приехали по растениям и по насекомым, или по другим, по научной ботанике и энтомологии. Все дети получают план, тему получают, тем заниматься, и сегодня завершают, они будут перед комиссией защищать свои доклады. Доклады были очень обстоятельными. Дети, как истинные ученые, защищали свои рефераты, четко и ясно давали ответы на поставленные вопросы, потому что на собственном опыте изучили отдельные природные явления района. Вечером лучшим из них были вручены памятные награды. Всем участникам достались сертификаты о незабываемой и очень полезной экологической экспедиции. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на Якутии 24, будьте всегда в курсе.